Дорогие ребята, мы очень, конечно, рады видеть вас сегодня, тем более в наш профессиональный праздник, именно в День финансиста. Вы такие красивые, такие обаятельные. Вот. И хочу сказать, что вот к данному празднику, наверное, отношение имеет каждый буквально человек, даже и вы. А почему? Потому что вы уже в таком возрасте, можно сказать, вам родители, бабушки, дедушки, сестры, братья выдают уже денежку, правильно? Вы все имеете свои карманные расходы. И именно вот этой денежкой вы уже распоряжаетесь сами и думаете, куда ее потратить, правильно? И вот сегодня наши молодые специалисты Министерства финансов разработали очень интересную компьютерную игру, чтобы вы уже начинали понимать в таком возрасте, как мы, финансисты, уже управляем более такими серьезными финансами. Дорогие ребята, все мы когда-то были маленькие, и, наверное, далеко не каждый мечтал стать министром. Но мы бы хотели, чтобы вот вы сегодня познакомились с министром финансов, и, может быть, кому-нибудь из вас захотелось бы. Но для этого надо долго-долго учиться. И я заместитель министра, и в моей жизни мне пришлось учиться очень много. И я вот хотела вам показать, это не все, но это вот часть моих дипломов, да, вот для того, чтобы стать специалистом, для того, чтобы стать одним из руководителей министерств, надо много-много учиться. И поэтому давайте не будем тянуть время, потому что у нас еще 2 класс будет ждать. Вот. Но вы самые-самые первые, самые-самые наши главные эксперты. Давайте начинать. Начинаем. Вы эту игру потом возьмете на сайте, мы вам скажем, где она будет находиться, и с родителями потом, с братьями и сестрами вы еще много раз потренируетесь. А пока мы будем работать с вами. Поэтому пальцем щелкаем по левой мышке все вместе. Щелк. И вы увидите, что поменялась картинка. Вот где мы находимся, на какой картинке, вы будете видеть вот здесь, на этой доске. Ставим туда курсор, наводим курсор. Видите? Вот так вот делаем сюда. Смотрите. Нажимаем. Написано «Введите ваше имя». Понятно. Значит, когда у вас будет на русском языке, вы напишите, как вас зовут. То же самое. Здесь есть Валерия, которая у нас здесь маленькая. Вот ее фотография. Дальше смотрим опять. Нажимаем мышкой Enter. И сейчас мы с вами будем узнавать вопросы, от которых у взрослых людей идет иногда голова кругом. Зовут главу Республики Коми. Галина. Нет. Глава Республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер. Сегодня Министерством финансов Республики Коми работает Галина Изяславовна Рубцова. Здесь вы видите руководителей Министерства финансов. Тот, кто на сегодня управляет нами, финансистами, для того, чтобы все было правильно и хорошо. Но они здесь все взрослые. А если мы еще раз сделаем с вами мышкой? Они, оказывается, когда-то все были детьми. Посмотрите, Галя Рубцова, ученица 4 класса. Ира Горезина, ученица 4 класса, которая вам сейчас демонстрировала стопку своих учебных достижений. И лет через 10-15 вы тоже будете, может быть, руководить? Со вчерашнего дня, да, с понедельника начались уроки финансовой грамотности. Да? Во-первых, зачем они нужны нашим школьникам и что будут преподавать? Ну, хочу сказать, что уже эта традиция, можно сказать, 4-й год. Мы принимаем участие именно во всероссийской акции, именно День финансовой грамотности. И именно вот День финансиста, 8 сентября, мы выходим как сотрудники Министерства финансов, так и финансовых структур, управления Пенсионного фонда, банковские работники выходят именно в учебное заведение. И мы как раз ребятам, студентам поясняем, что такое финансы. Так как, можно сказать, вот сегодня мы
встречаемся с ребятами именно с прогимназии 81, это 3-4 класс. И вот именно в этом возрасте уже начинается именно управление своими личными финансами, когда они уже должны именно распоряжаться правильно своими карманными средствами. И, конечно, мы уже и поясняем более высокий уровень финансов, все-таки, что такое и бюджет именно, и как мы им распоряжаемся. Я понимаю, по всем школам республики идет такая программа, да? Это по всем, да. В этом году, конечно, охват будет учебных заведений намного больше. В том году это было у нас 100 учебных заведений. В этом году, конечно, учитывая, что для начального звена мы разработали, именно наши молодые специалисты Министерства финансов разработали интересную компьютерную игру для начального звена. И, конечно, охват будет учебных заведений намного больше. Показывает практика все-таки. Интересуются вот детишки таких малых начальных классов именно таким ремеслом, так его назовем. Детям интересно, особенно в прошлом году, когда вот мы выходили, первый раз мы выходили в младшее звено, и, конечно, интерес очень, как говорится, огромен, потому что их маленький кошелек, им тоже надо управлять, и, конечно, они должны знать, как им управлять. Ну, конечно, мы объясняем доступным языком, во-первых, как я уже сказала, именно руководство, как они должны управлять своим личным кошельком, своими карманными средствами, которые им предоставляют родители, бабушки, дедушки дают, то есть как они их должны потратить, где-то, может быть, им стоит накопить, например, если они хотят телефон купить, то есть такие. Но, конечно, потом уже именно прививать, именно, как говорится, чтобы они, может быть, в дальнейшем хотели стать финансистами, конечно, мы уже говорим именно, как мы, финансисты, управляем уже бюджетом. Что такое бюджет, из чего он складывается, из доходов, из расходов, то есть на что мы тратим. То есть вот эти отцы мы как раз с детьми познаем, чтобы у них было стремление именно уже немножко постигать профессию финансиста.